Машдол, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как так у Лейлы. Снова в нашей клинике. Софина пришла на свои процедуры. Сейчас девочкам отдала препараты. И буду лежать под капельницей часа 2 с лишним даже. Капать надо медленно. Капельницы мои для сосудов, поэтому очень медленно капать. Вот впереди палата, где вот кровать. Вот туда мне нужно лечь и капаться. И если что, капельницы, система капельницы, уколы они делают бесплатно по, как я называю, так, ну, по страховому полису. Так что вот как-то так. У них есть даже какие-то препараты. Есть, ну, не все, но есть и даже свои препараты. И системы, и укол, и, ну, шприцы, все у них бесплатно. Нежданчиком приехали сегодня в гости к своим племянникам, к снохе, брат и жене. Накрыли нам вот такой вот стол буквально за 15 минут. Моя сноха. Это племяшка со снохой тут чего-то мудрят. Что у нас еще будет? Галушки? Какие вы умнички, а? Давай тогда. Камила, передай привет моим подписчикам. Вот так. Это дочка моей племяшки. А это Мухаммед. А везу Мухаммед. Давай привет. Не хочет. Так, ну, что нам накрыли наши девочки? Вот такой вот шикарный. Так, ну вот, друзья, сегодня получается такая у меня и спонтанная закупка, и спонтанная поездка к снохе, и спонтанная съемка. Только что вы видели, что я была в гостях у снохи. Мы к ней собирались, правда, уже 2-3 дня как собирались. Моя дочка просила подождать ее, чтобы поехать вместе с ней, Танзила, но у нее сегодня не получилось поехать, поэтому как-то так. Вот. По пути из больницы меня привез домой мой сын, и мы заехали в один склад, в другой оптовый магазин, новый магазин «Закупочка», по-моему, называется, я никогда там не была, поехала сегодня. Заехала, надо было мне кое-что купить. Конечно, хотелось много чего купить, еще много чего бы хотелось купить, но уже, во-первых, и не было времени, и устала, да и по деньгам тоже уже не так уж оставалось много денег. Так, ну что купила, да? И, вы знаете, вот разложила сейчас все, что я купила, и вспомнила про маму. Думаю, сначала я думаю, быстренько не буду ничего рассказывать, потом все-таки нет. Все-таки пишут мне многие, что хотят меня слушать. И немножко расскажу, вспомнив, что вот именно вот эти вот вещи, которые сейчас лежат, вот крупы, чай, все вот такое. Кроме молочки, молочку никогда мы не покупали, у нас всегда была своя молочка, и впрок все делали. Но вот крупы, масло, что еще, я имею в виду растительное масло, все бобовые, рис, ну рис тоже крупа, вермишель, макароны, ну если нужна вот такая вот заготовка, а потом что еще... как его, моющие все средства, короче, все, что хранилось, можно было хранить там 2-3 месяца, полгода, мука, сахар, это все мы с мамой закупали в октябре. Дело в том, что многие мои, ну, в принципе, даже большинство моих подписчиков знают, что мы были тогда сезонные работники, мы работали на полях, я выращивала разные культуры, продавала, сажала гектарами даже, в основном гектарами была картошка и кукуруза, ну, по полгектара даже были у меня и огурцы, многие это знают. Вот, поэтому доход у нас как бы был уже где-то с июля по октябрь месяц. Ну, конечно, мы очень, вся семья очень много работали. Дело в том, что у меня совмещалась и стройка, и работа, и расширение посадочного места, ну,
поля расширялись там с гектара, с 1,5 гектара. Мы дошли до 10 гектар сажать начали. Ну, потихонечку все, а это вкладывание денег, конечно, и дом строили, потому что с нуля все начинали. И было много еще и подводных камней, которые, в принципе, никто и не знает, на которых у меня уходило очень много денег. И, как я сказала, именно даже никто не знает, что и как, и из какой ситуации я выкручивалась. Но я выкручивалась с помощью Всевышнего, конечно. И я вспомнила, как мы всегда, мама всегда это делала. И даже вот когда до моего замужества, мама тоже звеневая была в колхозе, тоже сезонный работник, она это делала и дома. Вообще, прошлое поколение любила делать заготовки, по-любому. Люди, которые прошли войну, люди, которые прошли голод, люди, которые прошли переселение, тем более у них еще одно переселение в 90-х годах было, в 92-м году. Поэтому мама, да и все, по-моему, ее возраста, ее люди, даже чуть-чуть и помладше, которые, они любят делать именно заготовки впрок. Поэтому мы всегда покупали ящиками. Я сейчас смотрю, я много набрала, даже неудобно показать, что так много макаронных изделий набрала, про себя подумала, когда накладывала, а потом думаю, так мы же это все ящиками покупали. И вот мы осенью, в октябре мы покупали это все действительно ящиками. Разные, вот ящик таких, вот разных. Вот, например, здесь вот такие вот бантики, да, вот бантики, перышки, здесь вот ракушечки. Тут перышки. Вот. Купила вот эти. Они дорогие, но они мне очень нравятся. Вот такие вот. Они из твердых сортов пшеницы. Эти тоже, но все-таки эти вкуснее, но они дороже. Поэтому купила немножко. Вот. Это для супчика мне тоже нравится, когда вот так вот небольшие звездочки. И купила вот такие вот. Никогда не покупала, но это тоже макароны. Посмотрим, что из них сделать. Просто мне понравились, взяла. Так, и вот, как я говорю, у нас все покупалось впрок, действительно, ящиками. И это было хорошее время. И мыло, и порошок, и все, что можно хранить, действительно, мы с мамой покупали впрок. Ну, сейчас так много впрок не накупишься, но все равно купила. Как видите, вот сколько макаронных изделий. Это для лагмана, да, для такого быстрого лагмана. Я на лагман лапшу сама не делаю. А можно было бы сделать тестораскатка. Но все равно купила. Мальчики любят быстро. Я взяла их много, потому что они любят макароны по-флотски. И когда у меня идет какой-то заказ, у меня нет времени что-то приготовить. Я там в комментариях еще читала, когда вы успеваете готовить своим мальчикам. Иногда не успеваю, можете себе поверить. Поэтому иногда на скорую руку быстро макароны по-флотски сделала, потому что фарш всегда у меня в наличии. За милую душу они едят. Так, купила пшено. Старший сын очень любит кашу из нее. Так, бобовых купила, значит, вот такую фасоль очень симпатичная. Девочки, только я не смогу сказать, потому что один чек-то у меня есть где-то. Ну уж раз с одного чека не буду сейчас смотреть, потому что в двух, как я сказала, в двух этих я купила их в магазинах, можно сказать, да. А один чек у нее застрял, и она не смогла мне его вынуть. Хотела сказать, сфотографирую, но я не стала фотографировать. Так, ну вот такая еще фасоль. Фасоль тоже сейчас подорожала, была дешевая. Чечевица. Суп мы любим из чечевицы. Это обычный рис я купила. Это я купила рис для плова. Это я купила пропаренный рис. Тоже иногда добавляю, когда делаю сладкий плов. Когда делаю напополам с этим. Более рассыпчатый получается. Так, что? Купила зеленый чай. Это для себя. Мне врач рекомендовал не пить черный чай. Поэтому купила себе зеленый. А так дома купила вот такой вот килограммовый. И вы знаете, когда у меня мама была 39-я ночь, туда покупали вот этот килограмм. Мне посоветовал продавец в магазине. Он оказался действительно очень вкусным. Он у нас продается в Алиевском магазине. Это на перекрестке Кантышева. Стоит 600 рублей за килограмм. Чай мне понравился, хороший, если что, я вам рекомендую, жителям именно Ингушетии. Так, это я уже, по-моему, сказала, финики, потому что скоро они нам просто нужны каждый вечер, по-любому. Так, это я купила тоже
если будем дома делать салатики, значит, фасоль, кукуруза и горох. По 2 баночки. Это мне что-то захотелось самой ананасов. Поем ананасов, да? Так, ну, у меня и мясо, и рыбу, все, и куры я положила в морозилку, потому что после того, как мы приехали с закупок, мой сын решил меня все-таки повезти к моей снохе, потому что я уже 2 дня собиралась. Я быстро закидала мясо и рыбу, и куры в морозилку, и поэтому у меня чуть-чуть это подмороженное, потому что мы очень долго у них сидели, к ним еще приходили гости, и мы так очень хорошо посидели. Так, ну что, ну тут килограммчик разных конфет, это 2 пакета гречки. Я сама люблю смотреть распаковки, не знаю почему, меня сын даже удивляется: мама, что ты смотришь, что что-то кто-то купил? Я говорю, мне бывает интересно. Особенно я смотрю все эти покупочки у Марии на канале «Я люблю тебя, жизнь». Я не знаю, я очень люблю смотреть ее распаковки, да, в принципе, и весь ее канал. Так, ну что еще? Купила, значит, себе баклажан, 1 кабачок для себя. Ну, меня понемножечку, потихонечку, мне нужно потихонечку, все, пошла переходить на более правильное питание, может быть, стол номер 5 прописан. Не знаю, строго вряд ли буду придерживаться, но потихонечку буду придерживаться, конечно. Раз уж это вредит моему здоровью, будем это делать. Так, правильное питание. Я была на правильном питании, но там очень много нужно принимать сырых овощей, а мне сырые овощи сейчас, в принципе, сказали, противопоказаны. Если даже есть, то в маленьком количестве. Так что вот так вот. Что еще? Как видите, мне пришлось купить уже и молочку. Купила 2 пакета пока молока, но я все-таки хочу покупать домашнее молоко. Вот все. Хочу найти хорошего продавца именно молочки, чтобы она была качественная, чтобы молоко не разбавляли водой. И действительно, чтобы оно было вкусное. И сыр, и творог, и все, и все. И взяла я номер телефона у продавца в магазине, который им поставляет домашнюю молочку. И, к слову, вот купила у них там в магазине 2 творога. Они уже не такие маленькие, хорошие, потому что в тот раз я купила такой творог, был маленький, что я даже вареники на продажу слепила, но ни копейки с этого не имела, потому что творог был маленький и дорогой. 280 в магазине, а я тот покупала за 300, и он у меня потянул после того, как я отжала, только на 700 грамм. Там много сыворотки еще даже было. Так, что еще? Ну, 2 пакета кефира, 1 1%, 1 2,5, но 1% для того, чтобы сделать лепешки. Но вот, чтобы делать лепешки, правда, я запаслась, пока мои коровы еще доились, сывороткой, и немножко у меня даже простокваша есть, замороженные в морозилке. Но я это купила, хотела сделать лепешки на канал, чтобы, ну, как бы, именно кефир, чтобы был, а не сыворотка, потому что не у всех же есть сыворотка. Поэтому так купила. А это так попить купила, короче говоря. Много их покупать нельзя, надо покупать свежие. Ну, вот такие 2 соуса, кетчупа купила для пицц. Утром мини-пиццы иногда делаю мальчикам. 2 майонеза разных. В последнее время что-то мы подсели с Танзилой на этот сметанный майонез. Но если ну, что-то делать, мы если будем готовить, то нужно уже профессиональные в ведрах покупать майонезы, чтобы не было так накладно. Так, купила сыр. Сыр, конечно, очень дорогой у нас сейчас. Но единственное, цену сыра смогу сказать. Он стоит... Не могу сказать. Заплатила за этот кусок 472, а вот сколько он стоит, я не знаю. Ну, 750 грамм, просто надо умножить и посмотреть. И вот такой вот сыр ведерочки купила, рассольный, кабардинский, тоже 410 рублей. Так, купила моцарелла сыр, ну, это и для пиццы, и для разных блюд. Купила вот такое вот сливочное масло, купила килограмм, чтобы уже пачками маленькими не покупать. Где-то 800, в пределах 850 было за килограмм. Оно мне нравится, вкусное масло. Брест-литовское, да? Все, что еще? Ну, 2 кочана капусты взяла. Ну, они такие были рыхлые, мне понравились. На голубцы. Так, купила черемшу уже, когда выходила оттуда. Стояла черемша по 200 рублей килограмм. Купила 3 килограмма. Правда, мы в этом году уже несколько раз, 5-6 раз, по-моему, ели. И вареники я делала, но не снимала.
Сейчас я хочу ее... У меня еще стоит пакет черемшина, это потом буду, не буду сейчас рассказывать. Хочу ее, короче говоря, довести до полуготовности и заморозить на лето. Ну, вдруг когда-нибудь, как иногда захочется, чтобы сделать или вареники, или просто потушить и поесть. В сыром виде замораживать не рекомендую никому, потому что бывает ужасно острые и невкусные. А вот в готовом виде, говорят, бывает хорошее. Так, ну вот 5 курочек у меня, они стоили по 500 рублей. Мясо у нас подорожало. Так, купила целый ящик подсолнечного масла. Хотя у меня есть, даже пол ящика стоит, но масло пускай будет, потому что когда готовлю на заказ, его бывает нужно много. Думаю, раз со мной сын, и оно, по-моему, стоила бутылка 89 рублей. Дешево получается. Поэтому купила там, по-моему, 15 бутылок. Всю коробку. Так, купила рыбу хек. Тут я не знаю, потому что два кулька. Стоит 360 рублей, по-моему, килограмм хек. То где-то у меня видела, что в оптовых есть по 320. Но это я не в оптовом магазине взяла, поэтому 360. Так, купила, вот как видите, мясо. Мясо на косточке специально, чтобы на Рамадан вот, и отваривать, и что-то готовить. Вообще мне нравятся вот эти вот кусочки. Вот такие вот. Вот, очень вкусненькие. Ребрышки немножко взяла тоже. Видите, не успели, правда, прихватиться уже. И купила мякоть. Ну, мякоть для себя просто, не на продажу, а вот для себя купила такую тоже мякоть. Короче, мясо у меня обошлось. Мякоть у нас стоит 620 уже. Оно мне за 600 мой мясник отдала. И вот это вот мясо по 500 рублей за килограмм. Короче, тут у меня мясо где-то на 10, так, 5 500 и 3 с лишним, ну, где-то на 9 тысяч одного мяса. Вот так вот, друзья. Сейчас у меня еще одни покупочки. Вообще, и яйцо купила. Но у меня очень хорошо, машалла, несутся куры. Но когда идет на продажу что-то делать, то, конечно, своих уже не хватает и жалко. Поэтому купила яйцо, но не могу вам сказать, сколько оно стоит. Так, вспомнила, что у меня еще и апельсины. Вернее, не вспомнила, в пакетах нашла. Купила еще и апельсины. Ну все, это из того, что съедобное. Вчера купила картошку, вчера купила лук. Что я еще вчера покупала? Покупала капусту на соление. Хочу посолить, не солила ее, ну как на соление, на засолку. Так, ну я ее не буду показывать, это уже в кладовке. Купила лук, аж 2 сетки. Купила морковь. Ну все, это я купила как бы на WhatsApp по заказу. И купила вот еще такое вот, не показала вам, да, ну видите, оливковое масло для заправки салатиков. Все, в принципе, вот я не могу вам сказать. Я знаю, что в 2 магазинах без мяса, ну мясо на около 9 тысяч было. В 2 магазинах я по 600 в одном и 6 с копейками в другом магазине потратила. Хотя вот видите, ничего нет. И среди них нет ни рыбы, ни кур. Вот. Вот такая вот покупка. Конечно, все дороговато. Я не знаю, я даже вот смотрю, озвучиваю эту сумму, а сама удивляюсь, где эти деньги. Не знаю, для вас это странно или нет, но для меня странно. Вот, вроде бы большая сумма денег потрачена, но на одном столе почти все уместилось. Так, мои дорогие, ну и сразу же покажу вам свои покупочки, которые, ну, вот такие вот покупочки. Не стала еще ничего раскладывать по местам. Все стоит пока. Вот так вот положила. Это долго. Скорее всего, даже сегодня не буду раскладывать по местам, потому что просто нет времени на это. Так, купила вот такие вот контейнеры разные. Это для своей работы уже, друзья. Купила не очень много, правда, вот этих больших мне нужно было побольше. Но там сегодня была такая очередь, как будто бы, я не знаю, последний день чего-то был. И они просто не успевали их приносить. В зале не было больше. Ну, думаю, ладно, потом как-нибудь, если надо будет, возьму. Вот тортницы большие взяла. Это для рулетов взяла. Не могу сказать, сколько стоит, потому что и чеки выписывать они просто не успевали. Ну, думаю, ладно, пусть будет. Так, что? Ну, где-то 14-17 рублей, 18 рублей, если не наценились на них. Я не знаю, наценка была или нет. Эти уже дороже. Эти стоят 36, по-моему, рублей. Вот эти тоже в пределах 36-40. Точно не могу сказать, совру.
Так, ну, взяла не очень много, потому что не собираюсь в месяц Рамадан делать заказы готовой продукции. По минимуму. На крайний случай, только как можно меньше. Поэтому, в принципе, я уже несколько дней и заморозки никакие не делаю. Но пока еще идут маленькие заказы, делаю. Но вот именно на месяц Рамадан, скорее всего, не буду. Посмотрим. Так, что еще купила? Ну, фольга. Это пергаментная бумага силиконизированная. Очень мне постоянно бывает нужна. Это желатин. Желатин халяльный, друзья. Звонили. Значит, желатин халяльный, имейте в виду, вот он. Поэтому покупаю его. Нужен бывает он мне иногда в приготовлении рулетов, мясных особенно. Немножко моющих средств. У меня, в принципе, практически все есть. Закончилось только вот это вот средство. Вы знаете, вот это средство, девочки, мне очень нравится. Особенно оно хорошо оттирает пятна от чая вот на посуде, на фарфоровой посуде, да? Короче, сейчас не открыть его одной рукой. Наверное, сейчас. Вот я привыкла к нему, я уже Пемолюкс не покупаю, а пользуюсь вот этой вот пастой. Она и пахнет вкусненько, и хорошо все оттирает. И вместо тоже моющего средства покупаю такое мыло хозяйственное. Ну, у меня еще есть, поэтому просто взяла одно. Ну, взяла это моющее средство для посуды. Можно сказать, в большем случае для мальчиков, потому что они не любят мыть этой пастой посуду. В основном Ибрагим у меня моет, когда меня нет дома. Поэтому купила такую. Не помешает. Ну, 2 коробки спичек. Порошок у меня есть, но я все равно купила, думаю. Еще не закончился. Покупала 9-килограммовый. Он еще почти половины там у меня осталось. Но пусть будет. Так, гель-белизна, ну, для разных таких нужд по хозяйству. На кухне я им никогда не пользуюсь. Ну, этот иногда бывает нужен. Гель, антижир, вернее, не гель. Так, полотенца бумажные. Взяла 2 упаковки, по 2 штучки. И упаковку салфеток. Тоже постоянно нужны. Все, тоже вот такая вот покупочка у меня. Значит, на 2 с лишним у меня было здесь отоварено в этом упаковочном. Ну да, где-то 2 500, по-моему, точно не могу сказать. Вот в хозяйственном я уже и не помню. Ну, в хозяйственном копеечки, там не очень много чего куплено. Вот такой вот у меня сегодня, друзья, можно сказать, насыщенный день. Успела везде и везде поехать, везде, побывать везде. И у врача побыла, и в гостях побыла, и распаковку сделала. Все вместе. Ну вот как-то так. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия. Мяш Тахалч.